Здравствуйте, дорогие ученики. Здравствуйте. Садитесь, ребята. Кого сегодня нету? Сегодня нету Надира, Садажан Надир и Умар Баян. Ага, хорошо. Хорошо, ребята, молодцы. Теперь, сегодня, смотрите, для того, чтобы мы провели сегодняшний урок успешно, да, давайте сделаем такое мини-пожелание, да, друг другу, поднимем себе настроение, да, скажем одно хорошее качество вашего одноклассника. Хорошо? Например, Бигжан у нас какой? Очень умный. Теперь Бигжан передает дальше. Что нужно сказать? Спасибо. Теперь дальше. Ага. Арсен, ты лучший друг. Ага. Ты самый лучший друг и хороший друг. Ага. Ты очень умная. Умная. Ага. Ты красивый. Красивая. А я, ты очень храбрый. Угу. Со своим глазом ты милая. Милая. А вы самый лучший. Ой, спасибо. Дальше, Асема. Ты у нас скромная. Спасибо. Аружан, ты очень красивая и милая. Угу. Хорошо. Ялан, ты тоже красивый. Ага. Спасибо. Ты добрый. Добрый. Ты хороший друг. Ага. Хорошо. Молодец. Спасибо, ребята. Поднялось настроение? Да. Хорошо, давайте друг другу похлопаем, да? Ребята, теперь смотрите, наша сегодняшняя тема – это строители слов, да? Открываем учебник, страница 80. И мы сегодня, да, на уроке познакомимся с основными способами, да, образования имен прилагательных. На прошлом уроке мы проходили образование имен существительных, правильно. Дальше. Сегодня будем работать с словообразовательной моделью, да, применять алгоритм при определении способа образования и различать значения однокоренных слов. Хорошо, и употреблять их в речи. Открываем тетрадь, записываем сегодняшнее число, 24 февраля, классная работа. Строители слов. Хорошо, мы знаем, да, что такое имя прилагательное, ребята? Давайте вспомним. Ага, Ансар. Имя прилагательное это оно обозначает признак предмета. Признак И предмета, да, я отвечает на отвечаю? вопросы какое, какая, какие и какое. Хорошо, какое? Значит, имя прилагательное образуется тремя способами. Это первое приставочное, второе суффиксальное, третье приставочное, суффиксальное. Например, приставочное, смотрите, до, да, приставка до соединяется со словом срочный. Появляется какое слово? Досрочный. Суффиксальный способ с помощью суффикса, да? Например, серебряный. От слова серебро, да, добавляется суффикс ян и образуется слово серебряный, да? Хорошо, дальше приставочно-суффиксальный. Здесь есть и приставка, и суффикс, да? Например, неприкосновенный. Не приставка и суффикс «н», да? И получается слово неприкосновенный. Хорошо, теперь поработаем в группах, да? Вам, я дам слова, вам нужно образовать прилагательное с помощью суффикса «оват», «оватый». Например, Дороговато. дороговатый записываем. Ага, записываем, ребята, быстрее. Ага, маркером записываем. Сырок. Хорошо, ребята, получается, да? Ага, здесь у нас получается. В этой группе вам помощь нужна? Угу, получается, молодцы. Молодцы. Хорошо, теперь давайте один человек пусть выйдет к доске, да, с вашей бумажкой и скажет ответ. Давайте, кто выйдет у вас? Давай, Асем, прочитай. Угу. А какие прилагательные у вас получились? Покажите. Угу. Какие? Прочитай. Красноватый, Мгм. сероватый,
длинноватый Длинноватый. и Маловатый. маловатый. Хорошо. Вы использовали суффикс Оват. оват, да? Ага, хорошо. Дальше назом. Мгм. Первый дороговатый, второй сырный, Сырный? сыроватый, Сыроватый. Ага. темный и последний желтый. Здесь вы должны были использовать какой суффикс? Оватый. Значит, сыр, сыроватый, темный, темноватый, желтый, желтоватый. Хорошо. Хорошо, ребята. Немножко ошибились, да? Ничего страшного. Теперь, ребята, работаем дальше в группах, да? Смотрите, в учебнике на странице 81 у вас есть текст, упражнение номер 2. Да? Читаем текст и выполняем работу в группах. Здесь у вас первая группа, а здесь вторая группа. Хорошо? И записываем сюда на бумажку. Угу. Работаем в группе, да? Только ответы? Ага, только ответы. С раннего детства и до глубокой старости человека связан с языком. Ребенок еще не научился говорить, а его чистый. Написали, да? Чистый. Все мы написали. Первый. Укажите количество прилагательных во втором абзаце. Во втором абзаце прилагательных 8. Подберите антонимы к словам горький, нежный, черный. Горький, сладкий, грубый, нежный. Черный, белый. Укажите способ образования прилагательного радостное. Суффикс «ранее». Образуйте с помощью приставок и суффиксов прилагательных от слова черный. Черноватый, черный. Первое. Укажите количество прилагательных в первом абзаце. Глубокой, чистой, материнской. Второе. Подберите антонимы к словам ранний, глубокий, чистый. Ранний, поздний, глубокий, неглубокий, чистый, грязный. Третье. Укажите способ образования прилагательных колыбельных. Колыбель, корень, не суффикс, а я окончание. Четвертое. Образуйте с помощью приставок и суффиксов прилагательных от слова чистый. Чистенький, чистоватый. Хорошо, молодцы. Хорошо, теперь, ребята, мы продолжаем, да, работаем. Упражнение номер 4, страница 82. Составьте и запишите словосочетание, используя слова из правого и левого столбиков. Да? Укажите, какой морфемой различается однокоренные слова. Читая, соблюдайте правильное произношение. Смотрите, вот прямо здесь вы можете соотносить, хорошо? Какие слова у вас там должны получиться? У вас упражнение номер 6. Пишите прилагательное, обозначьте суффиксы и определите, какое значение они придают словам. Вот здесь вот у вас написаны слова, и прямо сверху определите, найдите суффиксы. Хорошо? Суффиксы, корень. И окончание. Да, и окончание. Синий. А слово синий? Синий. Молодец. Ага. Теперь, а слово бледный, да? Суффикс еник, да? Бледненький. Так, готовы, да, первая группа? Да. Давайте, кто выступит? Давайте, Ансар. Угу. Давайте, быстрее. Ага. Вот. Угу, покажите. Вот, дождливая погода. Дождливая погода, дождливый сезон, дождевая вода и дождливый год. Второе. Жалостный голос человека, жалостливая песня, жалостливый взгляд. Третье. Отчетный звук, отчетный год, отчетный доклад, отчетливый звук, отчетливый снимок. Хорошо. Угу. Вам нужно было что? Обозначить корень, суффикс и окончание. Хорошо, читайте. Длинноватый, бледный, Корень. ватый,
суффикс «ы» окончание. Сероватый, Корень. Суффикс «ы» окончание. Сладко, корень, суффикс «ы» окончание. Ага. Хорошо. У остальных тоже так же, да? Все вроде бы правильно. Хорошо, садитесь, молодцы. Давайте подытожим наш урок, да, ребята? Укажем верные и неверные ответы. Первое. Слово «беленький» образовано суффиксальным способом. Верно. Второе. Слово «сыровато» образовано приставочным. Неверно. Третье. Слово «бледновато» образовано приставочным. Неверно. Четвертое. Прилагательное «вишневое» образовано слово «вишня». Верно. Пятое. Прилагательное «кошкин» образовано от слова «кошечка». Неверно. Слово «кошка». Да? Хорошо, ребята. Теперь расскажите свои впечатления, да, от нашего сегодняшнего урока. Да? Назовите 3 момента в ходе урока, когда вы успешно справились с заданиями. Вот 3 момента, где вы справились с заданиями, ребята. Когда мы указываем верные. Ага, верные и неверные ответы. Хорошо, еще какие? Когда мы работали в группах. Когда вы работали в группах. Когда мы делали упражнение 4. Когда вы делали упражнение 4, да? Когда делали упражнения. Ага, хорошо. Когда мы соревновались друг с другом. Угу. Когда вы соревновались с другой группой, да? Хорошо, ребята, молодцы. Спасибо. Теперь запишите домашнее задание. Упражнение номер 7, страница 83. Упражнение номер 7, страница 83.